Утренний гость. Утренний гость. Это «Будильники шоу», и это постоянная рубрика «Утренний гость». Максим, представляй, кто же у нас сегодня? Да, друзья, вот добрались мы до этого замечательного момента, когда хочется представить, кто же у нас в студии в гостях. А в гостях у нас Олеся Илларионова, комиссар Чувашского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Доброе утро, Олеся. Доброе утро. Олесь, ну у меня сразу вопрос. Вот такая зелененькая, яркая курточка, на которой висят медальки, она что-то означает? Ну, не только вообще медальки. это не курточка, это правильно называется целинка, бойцовка либо строировка. Это наша фирменная одежда российских студенческих отрядов. А это по всей России именно зеленый цвет? Нет, по всей России цвета различаются, но вот у нас в Чувашской республике именно зеленый цвет. Это что-то означает? Означает то, что мы очень добрые, светлые и любим Леса. леса. Ну, Сегодня не день совсем лесов. леса. Нет, ну просто такая ассоциация у меня возникла. А вот что за значки такие? Сразу вопрос, да. Я вижу даже не только значки, но еще и медаль какая-то. Как Ну, вообще Герой по России. целинке, да, можно прочитать бойца. Скажем так, что целинка – это наша открытая книга. Если посмотреть на левый клапан кармана, то это наши нагрудные знаки, почетные знаки, которые каждый боец может, ну, скажем так, завоевать, получить за отработанный период в составе студенческих отрядов. Это у нас нашивка идет, это означает, кто человек, то есть можно прочитать боец, это комиссар. В данном случае я являюсь комиссаром регионального отделения, поэтому у меня здесь стрелочки. Здесь у нас располагаются шевроны российского значения и чувашского регионального отделения. По правому воротнику мы можем прочитать, скажем так, да, где боец побывал, на каких мероприятиях, форумах, слетах. И по левому воротнику, да, мы можем прочесть то, сколько целин он отработал, сколько целин за его плечами. То есть здесь определенный маршрут, где, в каком месте, Да, нужно конечно. по правилам. По правилам, по положению ношения целинки. А если вот бывают ребята, у которых такое количество вот этих значков и уже вешать некуда, есть такие? Есть и такие, это в основном наши ветераны студенческого трудового движения. Олесь, ну сегодня Всемирный день социальной работы. Расскажи подробнее, чем вы занимаетесь, какую работу вы преподносите. Ну, вроде бы казалось то, что основным видом деятельности у нас является трудоустройство, но мы занимаемся активной социальной деятельностью, потому что наши бойцы активно принимают участие в волонтерской жизни. Вот в прошлом году мы, например, выиграли президентский грант на реализацию проекта «Добровольческий центр вместе». Он нацелен на оказание помощи замещающим семьям. Он работает по нескольким направлениям. Это репетиторское, бытовое, досуговое и консультационное. Но также у нас наши бойцы активно помогают нашим ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда. У нас есть замечательная акция «Один день с ветераном», когда студенческие отряды приходят к ветерану и проводят с ними весь день, помогая в быту и даже в мелком ремонте. Как Олеся хорошо рапортует, прям поустала. Ты знаешь, я сразу вспомнил уроки истории, когда красиво все сказано, ничего не запомнил. Вы знаете, единственное, что запомнил сейчас из вашего текста, Олеся, что вы называете своих подопечных, может быть, я не прав сейчас, бойцами. Почему именно так называете? Почему вы бойцы невидимого, а может быть, видимого фронта? Вы расскажете нам совсем скоро. Ну а пока что, друзья, уйдем на небольшую музыкальную паузу и вернемся потом уже допытывать у Олеси, почему они называются бойцами. Взгляд волшебный, эликсир в пучину глаз уносит. Дождь барабаня в окна просит не разрушать наш хрупкий мир. Дождь пустынна, мы одни, мой зонтик нас укроет. Трудяга дождик чисто моет парки, улицы, мосты. Я о тебе мечтал, все решено судьбою. Я Богу благодарен за любовь, за то, что вместе мы
с тобою. День без твоей любви — это преддверие ада. Я Богу благодарен за любовь, за то, что ты рядом. Мир, в котором ты и я, нас не страшит ненастье. Поверь, какое это счастье. Ты рядом, ты любовь моя. Я о тебе мечтал, все решено судьбою. Я Богу благодарен за любовь, за то, что вместе мы с тобою. День без твоей любви — это преддверие ада. Я Богу благодарен за любовь, за то, что ты рядом. И я о тебе мечтал, все решено судьбою. Я Богу благодарен за любовь, за то, что вместе мы с тобою. День без твоей любви — это преддверие ада. Я Богу благодарен за любовь, за то, что ты рядом. Рецепт дня. Рецепт дня. Друзья, у нас сегодня не случайно рубрика «Рецепт дня» выходит именно в промежуток времени, когда мы говорим с гостем. В гостях у нас Олеся Илларионова, комиссар Чувашского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Про рецепт ее дня мы обязательно спросим, но раз уж остановились мы на моем вопросе, почему Олеся так себя называет бойцами, а себя комиссаром, вот скажите, откуда это все пошло, почему бойцы? Ну, боец, это еще пошло как бы от наших, скажем так, от нашего старшего поколения. И вот и испокон веков, из года в год это переходит понятие. У нас есть своя структура: боец, методист, инструктор, комиссар, командир. То есть у нас есть своя такая лестница успеха, к чему стремится каждый боец. То есть я правильно понимаю, студенческий отряд, который формировался когда-то во времена наших родителей, когда они ездили на картошку в колхоз, например, да? Это все вот идет сейчас с тех времен и продолжается и сегодня? Конечно, это продолжается и по сей день. И очень здорово отметить то, что вот многие общественные деятели, телерадиоведущие нашей Чувашской республики, а также ректора, директора образовательных организаций, вот как раз-таки и были в составе студенческих отрядов в свое время. И вот Анна. На меня так Олеся, да, посмотрела телерадиоведущий. Да, друзья, за моей спиной две целины. Что такое вот целина? Но целина – это отработанные смены, когда засчитывается каждый год целина бойцу, и после чего он получает вот данные вот такие вот кирпичи. У меня есть вот такие кирпичи. Мне так нравится, как назвал сейчас это вот. Ну да, потому что в свое время, в советское время были в основном строительные отряды, то есть они назывались, а вот потом уже более в современном, в нашем время уже наши отряды разделились по направлениям: педагогические, сервисные, сельскохозяйственные и проводники. Да, вот педагогический строители. отряд. Я, например, ездила в лагеря Краснодарского края, была вожатой. Когда-то давно, конечно, это было, но у меня вот вопрос сразу к Олесе возникает. Вот Максим у нас не боец. Может ли он вот стать вот, в таком возрасте, да, бойцом, получить вот такую курточку, вот эти вот медальки все, или это вот именно ранний возраст, 17 лет, студенческие годы, после школы? Но вот вообще, этот рецепт. Если говорить по уставу, то мы принимаем с 14 лет. То есть мы принимаем кандидатов, готовим их, а работать непосредственно уже можно, начиная с 18 лет.
Ну и если поделиться таким рецептом, как же стать бойцом, то тут на самом деле все очень просто. Ну, во-первых, надо для себя выбрать направление, по которому хочется пойти работать. Как я уже говорила, у нас 5 основных направлений. После того, как вы выбрали данное направление, необходимо обратиться либо в штаб студенческих отрядов своей образовательной организации, либо же непосредственно к нам в региональный штаб по адресу Максима Горького, 5. После чего вы будете писать заявление о вступлении в ряды российских студенческих отрядов. Обязательно пройдете обучение, подготовку к Целине 2017 года. И затем вы отправитесь на Целину, успешно ее отработаете, и после этого вы станете частью крупнейшей организации «Российские студенческие отряды». Интересно. Как тебе такая идея? Там есть какие-то у вас специальные бланки, билетики, да? Типа Конечно, таких у вот, нас вот есть вот такой вот членский билет. до чего дошел прогресс, Вот. друзья? До невиданных небес. Он у нас не просто членский билет, это еще скидочная карта, которая действует на территории всего Приволжского федерального округа. Это еще один наш такой бонус нашим бойцам для того, чтобы они могли экономить на территории ПФО. Олесь, какое количество ребят сейчас вот насчитывается в Чувашии? Сколько бойцов в цифрах? В прошлом году у нас отработало 3714 бойцов, общей численностью 62 студенческих трудовых отряда. Интересно, а вот какие направления есть у вас социальные различные? Ну, я так понял, педотряды, строительные отряды. Строительные отряды проводников, сервисные, сельскохозяйственные. А вот говорили вы об обучении. Чему обучаете, ребят? Вот пришел к вам бывший школьник, 17 лет, и говорит, я хочу воевать. Но обязательно... Быть бойцом. Обязательно, если это говорим о вожатых, то нужно пройти обязательно подготовку школы вожатского мастерства, выучить все непосредственные азы для работы вожатым, потому что ты будешь работать непосредственно с детьми. Если говорить о проводниках, они тоже проходят специализированное обучение, но и после каждого обучения по направлениям сдается квалифицированный экзамен. То есть проводники – это люди, которые работают на поездах. Да. И они Совершенно получают, верно. получается, у вас, они получают будущую свою профессию, специальность. Да. Олеся, ты сама какой сервисный отряд прошла? Я прошла сервисный отряд «Кабардинку», также работала в педагогическом отряде, и вот потом Начала я стала обучать работать в детей. региональном штабе. Друзья, на этом мы повесим интригу и будем расспрашивать потом Олесю, как вообще в ее в жизни случилось так, что она пришла бойцом и стала комиссаром. Но это будет совсем скоро, после музыкальной паузы. Құрайық сен шүне күлестесе Инше жола тухма чара сезе Эй шираки тень агалех Эсторожада Эпхамда тусан деге хайван Шит шалвер тюбере ширанаран Хальтун захва Сем деттим каш Юмах ярада Чарормана Сываламала иршаруран Телек сенже Сарчежик сен куштарман Чарормана Сава курзеля правне Азарильме Чарормана юратман Байла-байла көшеш мана сайла Коваду байыз юраду ара Еден ирден жүрен гына Пулашын манжыл Кушак шури бек шымалын буса Бір япшынза ачашын турданза Өмірлегех вырна шунра Шаныш болза Бірлік жымар шак денесі Мұнда
гость. Утренний гость. В прямом эфире «Будильников» сегодня методист отдела молодежных проектов Центра молодежных инициатив Олеся Илларионова. Еще раз доброе утро, Олесь. Доброе утро. Поведала нам сегодня о комиссарах, о бойцах, о вот этой социальной сфере, которая немало значима в нашей жизни. Максим даже вот загорелся. Хочешь поехать на Целино? С какого момента ты решила, что я загорелся поехать на Целино? У меня был вопрос именно к Олесе. Сколько комиссаров вообще у вас существует в вашей организации? Ну, комиссаров сложно сказать, сколько комиссаров. То есть у каждого студенческого линейного отряда в любом случае есть своя такая комсостав, куда входит командир, комиссар, то есть их насчитывается порядка 62. Так немало, так структурно. Ну, если еще посчитать то, что у нас есть 12 штабов образовательных организаций, и там тоже есть свой комсостав, и прибавить туда, то в общей сложности получается, 74. Олеся, думали ли вы когда-нибудь, что будете комиссаром вообще вот такой вот интересной организации? Между прочим, друзья, это единственная молодежная организация в стране, которая имеет свой официальный Государственный праздник. Вот так вот. Да, который мы отмечаем 17 февраля уже второй год на государственном уровне. Ездили куда-то? Или в Чебоксарах проводили праздник? Мы проводили, конечно, здесь, на территории нашей Чувашской республики. У нас проходят круглые столы с общественными деятелями, с министрами, с главой Чувашской республики. Вот, коли уже заговорили мы о всероссийском масштабе, вот как раз-таки хочется мне спросить, как у вас налажена связь с другими подобными организациями, которые входят в эту структуру, российские студенческие отряды? Дружны ли вы? Ездите Но ли на вы? самом деле можно сказать то, что нас объединяет 74 региона. Так. То есть в российские студенческие отряды входят. Мы очень дружны, мы всегда откликаемся на помощь, мы всегда поддерживаем друг друга, всегда посещаем мероприятия, форумы, акции. И стоит отметить то, что Чувашская республика занимает тоже лидирующие позиции по количеству бойцов в Приволжском федеральном округе, и нам доверяют тоже крупные объекты. Вот так вот в этом году мы будем принимать у себя на базе детского оздоровительного лагеря «Звездный» всероссийский студенческий педагогический отряд «Парма». То есть к нам приедут ребята вожатыми со всей нашей страны. Олесь, ну это ведь нелегкий труд. Вот быть тем же самым вожатым. Я вспоминаю, это бессонные ночи, это ответственность за детей, за то, что ты делаешь, за твою работу. Были ли случаи, когда вот просто не выдерживали нервы у кого-то, и кто-то сдавался, нет, я не могу, это не мое, но вновь потом возвращались? Конечно, таких случаев очень много, когда на один день вроде бы хотелось бросить все, сказать нет, я не могу, но потом ты берешь себя в руки, ты понимаешь, что все же это твое, что за твоими плечами все-таки целый отряд, да, если мы говорим о педагогическом, и ты, конечно же, работаешь до конца своей целины. Настоящие бойцы. Настоящие бойцы. А как друг друга поддерживаете в таких ситуациях? Есть ли какие-то... Вот еще один рецептик, может быть, сейчас Олеся нам поведает. Взаимовыручка – это обязательно. Взаимоподдержка, она однозначна, потому что отряд – это маленькая семья. Отряд – это и романтика, и у нас есть такие случаи, когда встречают свою любовь. То есть там плечо к плечу на протяжении вот всей вот этой вот смены, а у некоторых эти смены бывают на протяжении 3 месяцев, то есть 4 смены. И волей-неволей ты становишься там одной большой семьей. Олеся так улыбнулась, видимо, супруга ты своего тоже встретила, да, там, на Целине? Да, верно. Вот так вот такая семья Илларионова. Ну, у нас есть такая традиция, что на закрытии летнего трудового сезона мы всегда чествуем свои отрядные семьи, и очень радостно, что они пополняются, потому что это действительно очень здорово, когда находишь свою любовь в студенческом однажды, отряде. да, я была на мероприятии у ребят, и даже вышла маленькая девочка, они вручили ей вот такую маленькую целиночку зеленого цвета. Это было очень мило и здорово. Ну да, конечно, это тоже наша добрая традиция, когда рождаются юные бойцы у наших вот отрядных семей, мы уже с юных лет вручаем им целинки для того, чтобы они тоже могли соответствовать маме и папе. Ну что ж, друзья, у нас в гостях была Олеся Илларионова, комиссар Чувашского регионального отделения молодежной общественной общероссийской организации «Российские студенческие отряды». Спасибо вам, Олеся, что уделили нам время и рассказали много интересного. У нас музыкальная пауза, ну а потом мы вернемся в эту студию.
неумолимо быстро, друзья, летит время, и утреннее эфирное время здесь у нас в прямом эфире подходит к своему логическому завершению, но это еще не все. В гостях у нас Олеся Илларионова рассказывает про интересные вещи, и прямо сейчас я хочу обратить внимание на потрясающие, вот в руках Олеся держит какую-то штучку такую, написано РСО. Это российские студенческие отряды. Что это, Олеся, такое? Ну, у нас есть очень тоже одна добрая и светлая традиция дарить нашим друзьям подарки. И я хочу поблагодарить вашу телешоу, «Будильники шоу», пожелать вам творческих успехов, процветания, долголетия, хороших слушателей. И вот подарить вот такой небольшой наш сувенир. Потрясающе. Ой, Максим, это любимая часть в нашей программе, когда гости действительно оставляют частичку себя, наверное, и дарят нам подарки. Олеся не исключение. Спасибо большое. Вот эта красота будет у нас на полочке стоять, радовать глаз. Да, это здорово. Олесь, поверните, вот посмотрим, что это такое. Ай, смотри, как красиво. 17 февраля мы как раз-таки будем помнить, когда ваш государственный день. А хочу еще обратить внимание на стол на ваш и посмотреть вот на эту вот замечательную медаль. Что это? Ну, это наши строительные отряды ежегодно представляют республику на самых крупных всероссийских объектах. И вот когда у нас был 50-летний юбилей вообще целой нашей организации, молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», лучшим региональным отделением вручались вот такие вот награды. То есть вы лучшее региональное отделение. Ну, одни из лучших. Одни из лучших. Олесь, Друзья. да, и мы, в свою очередь, тоже хотим пожелать вам успехов, удачи, чтобы бойцов становилось больше и больше. Ребята приходили, ребятам это нравилось, чтобы они отрабатывали целину добросовестно, качественно и с огромным удовольствием. Ну и чтобы ваше общее семейное счастье все крепло и улучшалось. Друзья, мы переходим в радиоэфир, на этом завершаем телетрансляцию. Говорим вам до новых встреч, пусть все у вас ладится и будет хорошо. Это «Будильники шоу».